Социальная пенсия будет проиндексирована. Прежде всего, это касается граждан, получающих так называемую социальную пенсию, которая назначается тем, кто никогда не работал или кому-то не хватало стажа и пенсионных баллов. Помимо социальных, повышение затронет государственные пенсии военных, летчиков, космонавтов, лиц, пострадавших от техногенных и радиационных катастроф, ветеранов ВОВ и обладателей награды жителю блокадного Ленинграда. Согласно подписанному Дмитрием Медведевым постановлению правительства, выплаты по социальным пенсиям с 1 апреля будут увеличены на 2%. С 1 апреля 2019 года водителей затронут изменения по ОСАГО. Коэффициент бонус-малус будет начисляться только один раз в год, 1 апреля, и в течение года не будет пересчитываться. Если ко времени присвоения коэффициента у автовладельца их окажется несколько, то выбран будет самый низкий. Это позволит исключить случаи задвоения КБМ, а также снизит риск ошибок и злоупотреблений при его применении. Заморозка цен на топливо продлится до июля. Правительство Российской Федерации продлило соглашение с нефтяными компаниями об оптовых и розничных ценах еще на 3 месяца. Вступят в силу важные изменения по НДС. С апреля бухгалтерам придется по-новому рассчитывать НДС и иначе оформлять документы для вычета. Изменения коснутся перечня продовольственных и детских товаров, при продаже которых действует 10% ставка. Вступят в действие новые форматы электронного счета фактуры и универсального передаточного документа. Станут другими формы книги продаж и дополнительного листа к ней, а также их электронные форматы. Поменяет форму отчетная декларация, что потребует перенастройки учетных программ.